отношении по тем оценкам, которые нам дает наш единый оператор Черноморэнерго, это уже порядок, с учетом того, что было поставлено, это уже порядка 40%. Более 40%, да. Цифра внушительная, но и об эффекте уже пора поговорить. Что уже видно, что уже по платежам, по вот этой дисциплине платежной? Вы знаете, что бы я хотел, во-первых, с чего начать, и это очень важно проговорить. Что мы увидели вот по новому району, там очень много было домов, в которых уже завершены именно работы. Мы увидели реальное снижение потребления, порядка 2 мегаватт на новом районе. Там, где заменяется внутриподъездная инфраструктура, полностью приводится в порядок стояк, убираются какие-то скрутки, отпайки, какие-то те, так скажем, незаконные подключения, которые есть, или же те подключения, которые неправильно технически построены, которые создают высокую степень аварийности, которые приводят к техническим потерям в сетях. Это же все влияет на нагрузку, на тот ток, который ты получаешь себе в розетку. Очень есть, конечно, разные мнения, но много граждан, которые говорят, что мы видим определенное улучшение в качестве тока, которое мы получаем в сети. Например, вот женщина поделилась своим мнением, мы это тоже публиковали. Это произошло абсолютно, так скажем, неожиданно даже для нас. Она говорит, я вижу, говорит, что у меня там не обогреватель, а печка сказала, духовка стала быстрее нагреваться, быстрее готовиться. Почему? Тоже понятно, потому что все вот эти вот технические потери связаны со скрутками, с ветхим, изношенным хозяйством. В первую очередь, для энергетики, для энергосистемы мы хотим добиться, чтобы у нас сформировалась другая культура к электричеству. Мы должны немножко бережно относиться к этому ресурсу, который у нас ограничен. Если мы научимся лишний раз отключать свет, лишний раз выключать необходимую аппаратуру, когда она нам не нужна. Не говорим, что не пользуйтесь, если когда вам нужно, естественно, когда оно необходимо. Но без нужды мы же тоже знаем, что у нас нету такой культуры. Может лампочка гореть, может быть несколько каких-то приборов, которые можно было бы параллельно вообще включать. Это все создает нагрузку на нашу систему. Это все приводит к нерациональному использованию электроэнергии, к тому, что не только это, но в том числе, да, к возникновению дефицита электроэнергии в конце года. И вы знаете, вот вы сказали в начале своего выступления, что мы безверно прошли эту зиму, чего не было за последние 10-15 лет. Зима, она войдет в историю. Да, но мы также говорили, что для того, чтобы покрыть дефицит, мы приобретали дополнительную коммерческую поставку электроэнергии из Российской Федерации. Это стоит немалых денег. Но у нас формируется дефицит, и один из способов того, чтобы сократить вот это вот нерациональное, неэффективное использование электроэнергии, это формирование культуры энергосбережения в нашем обществе. Это очень важно, и я бы хотел именно, чтобы с этой точки зрения, в первую очередь, граждане воспринимали все те работы, которые сегодня проводятся. Мы понимаем, что очень много открытых вопросов в энергетике, и, естественно, они все требуют реагирования.